Ответы на вопросы. 28 апреля 2021 года. И сегодня я отвечу на следующий вопрос. Ты левый или правый, либерал или коммунист? Что значит башкирский либеральный национализм? В чем состоит твоя идеология? Ну, давайте с конца начну отвечать на данный вопрос. Идеология башкирского либерального национализма, она действительно моя. То есть она моя по той простой причине, что я не слышал, чтобы кто-то называл себя башкирским либеральным националистом, кроме меня, да, на текущий момент. То есть я видел людей, которые говорили, что они башкирские националисты, но чтобы они именно башкирские либеральные националисты, это я вижу в первый раз. В общем, смотрите, тут в чем прикол. Значит, что такое башкирский либеральный национализм? Да? Вот на этот вопрос я отвечу более, чуть позже. Давайте вначале, ты левый или правый? Вот я и не левый, и не правый, и не центрист и так далее. По одной простой причине. Я не знаю, кто такие левые, кто такие правые. Вот раньше существовали какие-то левые, какие-то правые. Можно было делить, идеология какая-то, да, а сейчас вот в современном обществе я думаю, что это все немножко размылось, да, вот эти границы, кто левый, кто правый. По каким-то вопросам я левый, по каким-то вопросам я правый, да. В каком-то обществе я буду поддерживать левые идеи, в каком-то правые идеи. Конкретный пример, вот, чтобы было понимание. Допустим, в США мы имеем Дональда Трампа, который правый, да, его поддерживает белое население, консервативные ценности, правый там, в общем, и так далее, и так далее. И Байден, который левый, это Black Lives Matter и прочие моменты. Это такая вот, как сказать, глобальная элита и прочее, да. Вот, допустим, вот там такое деление происходит. В Европе деление на правых-левых там немножко по-другому происходит, да, то есть там какие-то схожести есть, но немножко по-другому. В России, когда мы говорим про левых-правых, тут вообще что-то странное, да, происходит. Потому что у нас, как Дильмухаметов правильно сказал, у нас в России крайне правый реакционный режим под властью олигархата и путинской жандармерии. Да? Вот, в общем-то, у Путина свои олигархи, кошельки там и прочее, которые контролируют экономику почти полностью. Да? И полностью и жандармерия. То есть ГБУшечка и прочие всякие спецслужбы, которые контролируют полностью население и прочее. То есть у нас в России крайне правый режим. При этом я выступаю за социальное государство. Да? То есть я более левый, чем тот режим, который есть на текущий момент в государстве Российской Федерации. Да, получается, я более левый, чем Путин. Вот с этой точки зрения. То есть я за социальную справедливость, за то, чтобы распределение доходов было более равномерным, чтобы не только олигархи, значит, нормально жили, да, путинские, но чтобы и население лучше жило. Я за федерализм, чтобы больше налогов оставалось в регионах, да, я за национальные языки, соответственно, за марийский, башкирский, чувашский, татарский, удмуртский и прочие языки коренных народов России, за то, чтобы они имели свои школы на национальных языках, вузы на национальных языках, мультфильмы, фильмы на национальных языках, вывески, чтобы были не только там на русском и английском, как сейчас мы имеем, допустим, да, вот поставили у нас Союз Кыргызстан, но и на башкирском, на государственном языке и так далее. То есть какой я, левый или правый, кто вообще я, вот, да, вот с точки зрения вот этих вопросов. Раз я националист, значит я по идее должен быть правым. Но я за социальное государство, да, то есть получается я левый, как бы, да, то есть вот, пойди разберись, да, вот как ответить на этот вопрос. Дальше вопрос, либерал или коммунист? Вот кто я, либерал или коммунист? Я совершенно точно не коммунист, я не поддерживаю коммунизм, я либерал, да, либерал, то есть я себя считаю либералом. Но вот когда вот некие люди начинают говорить, чаще всего это люди, которые такие, знаете, из Советского Союза, homo советикусы, вот они начинают либерасты, там, значит, продались Западу, туда-сюда, там, и прочее. Вот у них ассоциация слова либерал со словом вор. Да, вот есть воры, вот у них, они думают, что олигархи какие-то есть, олигархат, но они действительно есть, которые, значит, либералы. Да? Там, и вот они воры, там, либералы, либерасты, туда-сюда, в общем, примерно в таком духе. Вот смотрите, вор, который назвал себя либералом, он либералом не становится. Вот, да, поймите. Я
слышал, что есть люди, которые, значит, воруют деньги из бюджета, в том числе в офшоры выводят. Вот они якобы либералы, либерасты, туда-сюда. Вот у меня нету своих офшоров, я деньги в офшоры не вывожу, как бы, да, и поэтому, как бы, ну, я не вор, да. Соответственно, но я либерал, я придерживаюсь либеральных ценностей. Мне близки идеи свободы, либерализма, честных выборов, разделения властей, прав человека и прочее, да? Прав национальных меньшинств в том числе и прочее. То есть я либерал в этом плане, да, как бы. Поэтому ставить тождество между понятиями либерал и вор, как это делают некоторые, значит, люди слева, да, с левой идеологии, по-моему, это неправильно. Да, то есть, если вы видите воров, которые называют себя либералами, так вы называете их ворами. Да, там, ворами их называете, не надо их либералами называть. Это воры, которые воруют из российского бюджета, разворовывают государство и прочее, прочее. Это воры. И Алексей Навальный, который тоже является либералом, кстати говоря, да, он разоблачает этих воров, которые тоже, ну, их тоже можно называть либералами. Вот если вы левый, с левых точек зрения будете критиковать этих воров, вы их будете называть либералами почему-то. Хотя это совершенно не точно, неправильно. То есть специально вот делается такая подмена понятий, чтобы, значит, вот эти homo советикусы верили во всю эту фиготень и продолжались манипулироваться нынешним политическим режимом. Путиным, там его... Ну, тут все контролируется Путиным, вы же все прекрасно понимаете. Поэтому я левый или правый? Не знаю. Я и не левый, и не правый, или иногда левый, или правый, по разным вопросам, как бы однозначно сказать не могу. Да, то есть я башкирский либеральный националист. Вот это я могу сказать однозначно. Дальше. Либерал или коммунист? Ну, совершенно точно я не коммунист, я либерал. Я придерживаюсь, я считаю, что западная цивилизация это на текущий момент самое правильное, то, что есть у человеческого общества, у представителей вида Homo sapiens. Я поддерживаю западную цивилизацию по большинству вопросов. И, соответственно, там у них в основном либерализм. Да? Соответственно, я поддерживаю либерализм. Опять же, в рамках западной цивилизации там есть разные течения внутри, там, да? То есть там есть какие-то более правые, консервативные, менее правые, там, менее консервативные там, и так далее, и так далее. Я не вникаю вот во все это. Да? То есть, как бы, это не означает, что я полностью во всем поддерживаю западную цивилизацию. Я по базовым вещам поддерживаю, по некоторым я просто как бы не являюсь. Да, вот если я получу гражданство какого-то государства западной цивилизации и там проживу какое-то время, я сформулирую свою точку зрения на основе того, что я буду видеть вокруг. Сейчас я этого не вижу вокруг себя, я вижу то, что происходит внутри Республики Башкортостан, в городе Уфа, да, и так далее. Я вижу, значит, как уничтожают национальный башкирский язык, уничтожают там, и прочие национальные языки коренных народов России, уничтожаются. Да. Я вижу, как пытаются насадить россиянскую идентичность, так называемую российскую нацию, которую Путин пытается сделать. Да. Я вижу дискриминацию по этническому признаку, в том числе Башкирии, Республики Башкортостан и прочее, прочее. Поэтому я являюсь башкирским либеральным националистом. Я вот против негативных вещей, которые, соответственно, делаются путинским режимом. Вот это нужно понимать, да? Либерал я или не либерал, националист или не националист, я не знаю. Как бы, да? Вот, да? То есть я либерал в плане базовых либеральных вещей. За свободу, за права человека, human rights, за разделение властей, за честные свободные выборы, за федерализм, реальный федерализм, да, и прочее. Вот как бы в этом плане я либерал. И я националист. Да. Я считаю, что в тех условиях, в которых мы живем, не быть националистом, но это является предательством своей нации. То есть если ваши предки, значит, были башкирами, да, там, и потом бац, вам внедряет российскую идентичность или татарскую идентичность, и вы потом говорите, ага, давайте мы будем плыть по течению и возьмем там, что нам внедрят, там, или идеологию вам какую-нибудь внедряет ваши бошки, и вы берете чужое, ну вы продаете свою нацию. То есть, да, вот давайте вещи назвать своими словами. То есть в момент, когда то есть вам предлагает государство предать свою нацию. Ну, вот, соответственно, да, вы можете ее предать, вы можете не предавать. Выбор за вами, как бы, да. Я считаю, что нехорошо предавать свою нацию. Вот и все, да. Так, левый или правый я ответил, либерал или коммунист ответил. То есть, смотрите, что я еще хочу сказать. Очень многие не понимают каких-то моментов, вот, либо живут в каких-то иллюзиях, да, вот, смотрите, кто-то прочитал там, их в вузах в советское время еще учили
Они прочитали «Капитал» Маркса, они думают, что обязательно должно быть противостояние между пролетариатом и буржуазией, должно быть, они в этих категориях размышляют. Читали там ленинизм, коммунизм, там, капитализм, там, загнивающий Запад, какая-то херотень у них в мозгах. В общем, вот эти люди, они в этих категориях рассуждают. Да? И вот исходя из этой идеологии, они, соответственно, делают свои суждения. Вот что я хочу сказать. Капиталистические страны, Швеция, Норвегия, Финляндия и прочие, построили прекрасные социальные государства. Там огромные пособия по безработице, высокий уровень жизни населения, низкий уровень, когда они выходят на пенсию, срок жизни людей очень высокий и так далее. Высокая ставка подоходного налога. Очень низкий коэффициент Джини, то есть рассвоение доходов, как бы, ну, там 5% самых богатых разделить на 5% самых бедных, их доходы разделить и посмотреть, какой коэффициент. Да? И вот мы видим, что очень сильное рассвоение доходов населения у нас в государстве Российская Федерация, потому что государство Российская Федерация, это, как сказал Диль Мухаметов, это крайне правый режим. То есть Путин построил крайне правый режим такого немножко фашистского толка. Да? То есть олигархат и жандармерия здесь им рулят. Поэтому вот в таком государстве, я еще раз повторяюсь, возможно, нельзя быть более правым, чем Путин. Ну, я так считаю. Поэтому я с точки зрения социальных как бы, вещей, да, и так далее, я левый. Да? Вот, то есть как бы я за более левое, более справедливое распределение доходов, да, то есть как бы за то, чтобы, значит, государство было более социальным и так далее. За то, чтобы было больше федерализма, больше денег оставалось в бюджетах соответствующих регионов, где они зарабатываются, да, и так далее, чтобы большая часть экономики принадлежала частным лицам, а не олигархам Путина и не государству и так далее. То есть вот как бы ответ на вопрос. То есть с точки зрения экономики я либерал, за меньшую долю государства в экономике. Также я либерал в той части, что доля как бы, государства, то есть доля ВПК должна быть меньше вообще в экономике. Чтобы все деньги, не было такого, что, значит, в конфликте между танками и, там, грубо говоря, автомобилями побеждали танки. Да? То есть чтобы люди жили хорошо, чтобы ВВП на душу населения, чтобы все не уходило в производство оружия, грубо говоря. Да? Вот такой момент. Дальше. Вот мысль, которую я начал говорить. Социальное государство построены во многих капиталистических странах. То есть они строят капитализм, но у них нормальное социальное государство. А вот эта вот идеология, которая с советских времен идет, это какой-то бред. Вот там капиталистические страны, там, значит, буржуазия эксплуатирует пролетариат, туда-сюда. Вот у нас социализм строит, ленизм там под руководством Брежнева, еще кого-то. Слушайте, ребятки, вот это же дебилизм. Извиняюсь, я вещи своими словами говорю. Это дебилизм. 30 лет прошло после распада данного государства, Советский Союз. Вы всю эту херотень продолжаете верить, потому что вам в мозги внедрили. Вы все это читали. Вы читали Маркса и ленинизм, коммунизм. Я кроме Маркса, «Капитал», читал еще Рикардо, Адам Смит, Ньютон Фридман, прочее, кейнсианство, я читал его основные работы и так далее. Да? Понимаете? Вот, чтобы как бы понимать, о чем идет речь, нужно хотя бы какие-то базовые экономические моменты читать и хотя бы базовых авторов знать, что про что. Нету нигде в современном мире такого выделения, что какая-то буржуазия, какой-то пролетариат, там у них конфликт, там вот это уравнение Маркса, которое величайший Маркс, какое-то там уравнение написал, и все столько копий поломали за какого-то долбанного уравнения, как там деньги, штрих там, в общем, труд, капитал, в общем, ладно, я даже комментировать не буду. И на основе этого люди продолжают какую-то идеологию свою. Они верят, какая-то коммунистическая партия, там, ой, они там левые, ой, правые, ой, какие там эти. Ну, мне просто, вот когда я все это смотрю, мне смешно становится. Я думаю, это адекватные люди. И вот за этими людьми, значит, они на основе этой херни делают идеологии, да, они в это все верят. Я просто в шоке, если честно. Я извиняюсь, немножко откровенно, да, говорю. Но я реально в шоке от всей херотени, которую я вижу. Поэтому я еще раз повторяю.
Нету никаких коммунистов, капиталистов, там еще чего-то, нету. Есть страны западной цивилизации, где-то из них более социальное, значит, государство построено где-то меньше, но в целом есть много государств, где формально капитализм, но у них там построено социальное государство. Да? Вот нужно четко понимать. А вы там в Советском Союзе у себя строили социализм, коммунизм, и у вас нифига нет, даже нормального социального государства нифига ничего нет. У вас сейчас крайне правый режим под руководством Путина, чтобы вы понимали. Вот. Дальше. Что значит башкирский либеральный национализм? Башкирский либеральный национализм. То, что я сейчас скажу, это не программная речь, потому что идеология, она должна быть такая, чтобы каждое слово было выверено, каждая запятая стояла на месте и так далее. То, что я говорю, это от себя, какая-то такая мысль, это ответ на вопрос. Да? Поэтому, возможно, какие-то оговорки, неточности и так далее. Вот прошу это заметить. Итак, с моей точки зрения, башкирский либеральный национализм – это такая идеология, которая позволит в будущем состояться башкирской нации, башкирской либеральной нации, как я ее вижу. С моей точки зрения, башкирская либеральная нация – это нация, которая образуется в результате союза 40-45 племен, которые проживают на соответствующей территории. Да? У этих племен есть свои территории, там есть определенные карты, где эти территории показаны. И это исторически как бы известно, что вот эта территория рода Табын, это территория рода Кыргыз, это территория рода Бурьян, это территория рода Кыпчак, это территория рода Байлар, это территория рода Уран и так далее, и так далее. Да? Вот как бы эти карты есть. Сейчас я знаю, что гербы делаются вот этих племен, родов и так далее, и так далее. Да? Есть история башкирских родов, соответствующих вот этих и так далее. Значит, что такое башкирский либеральный национализм? Значит, с моей точки зрения, башкирский либеральный национализм – это идея о том, что вот эти 40-45 родов, они в будущем станут башкирской нацией. Да, то есть они станут в будущем башкирской либеральной нацией. Да, и там будет взаимоуважение, все будут равны перед законом, да, и, соответственно, не будет, не будет какого-то там недопонимания. Я надеюсь, что вот соответствующие будущие члены башкирской нации будут составлять большинство населения соответствующим территориальному образованию, да. Я слово государственным не говорю, образование, территориальное образование из соответствующих соображений. И что я еще хочу сказать? И все вот эти, с моей точки зрения, да, вот не будет никакого деления по поводу диалектов и прочих моментов, да. То есть все диалекты равноправны. Любой представитель башкирского любого рода имеет право говорить на любом диалекте, на ком хочет. Но на текущий момент я вижу просто исторически литературный башкирский язык и северо-западный диалект башкирского языка, старый башкирский язык так называемый. Вот, собственно, два основных диалекта, которые будут использоваться, да, будущими членами башкирской нации. С точки зрения религии, вот к будущей башкирской нации я отношусь либерально, потому что я башкирский либеральный националист. Я считаю, что религию люди вправе выбирать себе любую. Но я думаю, что большинство они будут придерживаться ислама, традиционно, потому что они его придерживались, и в принципе они будут его придерживаться. Но лично я ко всем буду относиться одинаково, вне зависимости от того, они являются мусульманами, атеистами, агностиками или придерживаются каких-то других религий. Соответственно, я хочу, чтобы у нас там было в будущем нормальное либеральное общество западного образца, то есть чтобы у нас была нормальная западная цивилизация, чтобы у нас была нормальная башкирская нация с взаимоподдержкой, с тем, чтобы мы были способны переносить в будущее поколение не только геном, но башкирскую идентичность, башкирский язык, вне зависимости от того, какой это диалект, да, какие-то культурные моменты. Знали все свою историю своих родов и понимали, что вот мы из такого-то рода, мы смешались эти рода, потом это, но вместе мы все башкирская нация. Да? Вот такой. Вот, например, я из разных родов. То есть у меня мама Табын, отец Кыпчак, да, вот. И это мне никак не мешает. Собственно, да, я себя считаю башкирским либеральным националистом, да, Вот. И иногда я слышу, что вот
И, кстати говоря, я узнал о том, что я из какого-то рода позже того, как я узнал, что я башкир. То есть вначале я узнал, что я башкир, а потом я узнал, что есть какие-то еще рода, и вот там мама из такого-то рода, папа из такого-то рода, как бы никаких проблем нету, то есть с этим, да. Эти рода, они мне никак не мешают, они не мешают моей башкирской идентичности, чтобы было понимание. По поводу религии сказал, то есть, да, вот, то есть вот я вижу башкирскую либеральную нацию именно в таком ключе, то есть, соответственно, взаимоуважение всех вне зависимости от того, это северо-западный диалект башкирского языка, либо это литературный башкирский язык, да. Дальше это свобода в части религий. Дальше это нормальное такое гражданское общество. Я это вижу, да, как бы в будущем так должно быть. Нормальные свободные выборы, нормальная экономика, нормальные инвестиции, привлечение западных инвестиций и прочее, прочее, прочее. Вот примерно вот таким образом я это вижу. Я считаю, что так должно быть. И для того, чтобы башкирская либеральная нация состоялась, необходимо 3 этапа, 3 шага. Они могут быть параллельны, не обязательно как бы один с другим идет. Да? Эти 3 шага я называю. Первое – это детатаризация западных башкир. Второе – это создание русских республик на основе русских областей, ну, за пределами Башкортостана, естественно. Да, как бы. И третье – это изменение менталитета представителей башкирского этноса. Третье, причем самое сложное. Зачем, ну давайте попунктно, зачем детатаризация западных башкир? Детатаризация западных башкир для того, чтобы у нас башкирская нация не была какой-то маленькой, да? Не ограничивалась только, соответственно, восточными и южными башкирами и чуть-чуть северными и западными, да? А чтобы основная часть северных и западных башкир, тех, которые до революции были башкирами, все-таки, чтобы они имели башкирскую идентичность. Да? И вместе с ними мы в будущем составили либеральную башкирскую нацию. Потому что они в том числе являются, ну, во-первых, они исторически являются башкирами, их предки являлись башкирами, раз. Во-вторых, они во многом на текущий момент, они наиболее экономически успешные, наиболее, значит, продвинутые и в большей степени способны быть элитой, чем вот те так называемые элиты из состава восточных и южных башкир, которых я наблюдал некоторое время назад, вот, и которых я элитами не считаю. И, соответственно, ну, численность, да, и решение вопросов с сепаратизмом, то есть чтобы у вас, уважаемые западные башкиры, не возникало идеи сепаратизма. То есть вы должны себя чувствовать комфортно в рамках башкирской нации, в рамках Республики Башкортостан. Для этого ваш северо-западный диалект башкирского языка должен быть легализован. Да? Вы должны, ну, соответственно, вы будете иметь башкирскую идентичность, я надеюсь. И у вас будет северо-западный диалект башкирского языка, который очень похож на современный татарский, он же старый башкирский язык, да, как бы. И вот вопрос с языком, как бы, таким образом будет решен. Вопрос с тем, будут ли считать вот эти вот люди восточные и южные башкиры вас башкирами, основываясь на том, что они х-язычные, а вы с-язычные или ж-язычные, там, да. Вот я не знаю, это вопрос менталитета, да, как бы. Но вот лично я считаю вас башкирами. То есть, если ваши предки являются западными башкирами, до революции являлись, и если вы сами себя обозначаете как башкиры, то я считаю вас башкирами лично. За других я говорить не могу. Как бы, да? Вот. Соответственно, как бы, как это сказать там, вот детатаризация западных башкир, я обозначил, для чего это нужно. Да? То есть, действительно, исторически, как мы понимаем, где-то примерно 75% людей, которые имеют на текущий момент татарскую идентичность, из проживающих в Республике Татарстан, их предки до революции были башкирами. Вот примерно так получается. Действительно, это так. И это восстановление исторической справедливости, это вообще фундамент для создания будущей башкирской нации там, и прочие моменты. Вот для этого нужна детатаризация западных башкир. При этом философски нужно относиться к этому вопросу. Вот, как это сказать-то, если кто-то не детатаризируется, а останется в татарской идентичности, но это их право. То есть идентичность навязать невозможно. Да? То есть как бы
какую угодно пропаганду там делать, еще что-то, ну ее невозможно навязать. То есть людям просто нужно показывать историю, кем были их предки, и признать их диалектом башкирского языка. Все, как бы, да. Они постепенно перейдут в эту идентичность, не перейдут, останутся в другой идентичности. Это личное право, как бы, людей. Я в этом не вижу никаких проблем. Да, это как бы моя идеология башкирского либерального национализма. И я считаю, что это не быстрый процесс. Да? Вот очень долго вбивали татарскую идентичность, татарский язык, там, прочее, и как-то там взять и за секунду поменять идентичность большому количеству людей, я думаю, что это нереально. Это нереально, это вопрос, который займет какое-то время, лет 10, я думаю. Да? То есть если планомерно работать, если люди какие-то, которые этим занимаются, будут этим заниматься планомерно и методично, и так далее, а не только от переписи к переписи, то я думаю, что вот на детатаризацию западных башкир уйдет лет 10. Это моя точка зрения. Как бы, да, вот по поводу первого пункта. То есть и не нужно думать, что вот они детатаризировались и влились в состав башкирской нации. Я считаю, что у нас нет никакой башкирской нации, в которой можно влиться. Более-менее нормальная татарская нация она есть, в которой они сейчас находятся. А башкирской нации, в которой можно влиться, нету. Понимаете, в чем проблема? Поэтому это уже вопрос менталитета восточных и южных башкир, которые из себя представляют в значительной степени башкирский этнос. Вот среди них есть очень хорошие башкирские националисты, но их доля от общего башкирского сообщества, она настолько незначительна, что все вот это башкирское сообщество называть нацией я не могу, как бы, да, вот моя точка зрения. То есть я смогу назвать башкир нацией, когда доля башкирских националистов в башкирском сообществе будет составлять на порядок больше процент, чем сейчас. Вот тогда я смогу сказать, что действительно они являются нацией. Сейчас я могу сказать, что в основном они являются представителями этноса, а не потенциальными членами нации. Вот, к сожалению, так. Да? И поэтому, вот, уважаемые западные башкиры, да, как бы сейчас нету башкирской нации, в которую можно влиться. То есть нельзя выйти из состава татарской нации и влиться в башкирскую нацию. Нет, так, к сожалению, нельзя. Вот, да? Вы можете выйти из состава татарской нации, осознать свою башкирскую идентичность при этом и, соответственно, самим формировать башкирскую нацию, да, и потом объединяться вот с теми, кто поменяет свой менталитет, и вместе с ними как бы конструировать новую башкирскую нацию. И, возможно, это будете не вы, а ваши дети. Потому что, наблюдая за менталитетом представителей башкирского этноса, я понимаю, что Моисей, в общем, был прав, когда водил 40 лет людей по пустыне, и он не нашел другого способа, как дать им умереть, чтобы эти люди с рабским менталитетом в землю обетованную не входили. Потому что из рабов нацию не сделаешь. Поэтому он 40 лет ходил, чтобы они умерли, а с их детьми уже можно было входить в землю обетованную. И сам Моисей, сам Муса, пророк Муса по исламу, да, в землю обетованную не вошел. Иисус Навин вошел, повел их, как бы, да, а Моисей остался, так и не вошел в землю обетованную. Вот. Это что касается детатаризации западных башкир, примерно я как бы обозначил позицию, да. Это очень сложный такой эмоциональный вопрос, потому что логически там все понятно, но логика тут не работает. Вот то же самое при общении с женским полом, да, как бы там работают эмоции, психология там и прочие моменты. То есть можно людям показать, что вот их предки были башкирами таких-то родов до революции, вот мы признаем ваш язык не татарским, а западным диалектом башкирского, вот так-то, так-то, вот вам книжка там «История башкирских родов», но они все равно в значительной степени все равно будут считать себя татарами. Потому что есть нормальная татарская нация, есть татнефть под контролем соответствующих, да, они там не проиграли все, есть какая-то нормальная татарская элита и прочее, прочее. А есть вот эти товарищи, которые все проиграли, которые, соответственно, у них элиты нормальной никакой нету и прочее, прочее. И сейчас они там что-то ходят там и себя изображают. Как бы, вот, вы понимаете, да? Нормальной буржуазии у них нету. Да, то есть нет у них нормальной нации, к которой можно присоединиться.
Вот такой момент. Но я вам еще раз напомню, что большинство, если не все члены первого башкирского правительства, они состояли из западных башкир. Ильдархан Мутин, Халиков, там прочие, которых Сталин расстрелял, да, чтобы вы понимали. То есть, по-хорошему, вообще вы должны были бы быть у нас элитой. Да? Но для этого вы должны иметь башкирскую идентичность. И думать не только, но подумать также и об восточных, и о западных, и о южных башкирах. Вот. Соответственно, это такой момент по поводу детатаризации. Да? По поводу русских республик. Да? Вот детатаризация – это решение вопроса с татарами, грубо говоря. Да? То есть вопрос с татарами решается с помощью детатаризации западных башкир. С так называемыми татарами. И прежде всего вопрос с татарами решается путем признания их башкирами. Вы внутри своей головы должны признать, что они вообще не татары, они башкиры. Ну, это я обращаюсь к восточным и южным башкирам. То есть, как бы, пока вы будете считать их татарами, у вас не будет никакой нормальной башкирской нации. Вы их считаете татарами, ну все, как бы, да. Вот я их считаю башкирами. Если их предки являются башкирами по пересям, я их считаю башкирами. Мне безразлично, на каком диалекте они там болтают. Вообще без разницы. Соответственно, решение вопроса с татарами – это детатаризация западных башкир, это первый шаг. Второй шаг – это создание русских республик. Да, это решение вопроса с русскими. Зачем это надо? Объясняю. Это нужно для того, чтобы русские стали нашими союзниками в вопросе федерализации, федерализма. Чтобы мы были по одну сторону баррикад. Вот для этого мне это нужно. И чтобы они их не использовали для нашей ассимиляции, для того, чтобы русифицировать наших детей. Да, то есть вот у них есть русские республики, они за свои русские республики, там, за русскую Уральскую республику, за русскую Сибирскую республику, за русскую Дальневосточную республику, там, за русскую Нижегородскую республику и прочее. Они считают эти свои республики своей родиной. Мы все вместе, есть русские национальные республики, есть республики национальных меньшинств. И все мы вместе объединены в Российскую Федерацию. И мы все вместе не мешаем друг другу жить, не ассимилируем друг друга в этническом, языковом смысле там, и так далее. Да? Вот для этого это нужно. Да? То есть у каждой нации свои республики. Так как русские это большая нация, у них много разных республик. И все мы вместе объединены в Российскую Федерацию. У нас единый общий государственный язык, русский язык, единственная общая валюта рубль и так далее. С этим вопросов никаких нет. Но в национальных республиках есть еще национальные языки, национальные культуры, не русские которые, да, и так далее. Как бы, да? Но при этом русские, они не являются рабами российского государства. Они являются, значит, соответственно, в своих русских республиках, они отстаивают интересы своих русских республик. И они за то, чтобы больше налогов у них оставалось в их русских республиках, чтобы их предприятия принадлежали им, да, а не там путинским олигархам и прочее, прочее. За большую социальную справедливость и так далее. То есть мы с русскими, в общем-то, отличаемся только тем, что у нас еще есть языковые моменты и культурные моменты. Все. Больше у нас с русскими никаких вопросов нет. Никаких противоречий нет. То есть если они признают, вот я признаю русскую идентичность и русскую субъектность. И я хочу, чтобы русские признавали нашу идентичность и нашу субъектность и не делали из нас русских, россиянцев и так далее. Потому что Путин хочет из нас всех сделать россиянцев, российскую нацию, ассимилировать нас, в том числе с помощью уничтожения наших языков, лингвоцида и этноцида, сделать из нас русских, там, русских, россиянцев и так далее. А я хочу, чтобы русские были как нация, да, вот как нация в нормальном европейском смысле слова. Имели свою субъектность в своих русских республиках и прочее. Могли свои законы какие-то там делать. В том числе вот многие русские националисты хотят ограничивать миграцию гастарбайтеров и так далее. Да? Пожалуйста, в своих русских республиках делайте, что хотите, ограничивайте миграцию там, и прочее, прочее. Делайте все, что угодно. Да? У вас специфика ваших регионов, русских там и так далее, она может быть абсолютно разной. Вот. Вот что я хотел сказать по поводу русских республик. Да? То есть это решение русского вопроса. Это, с одной стороны, зачем мне нужно решение русского вопроса? Чтобы мы были по одну сторону баррикад, чтобы нас не могли стравить, чтобы с помощью русских нас не ассимилировали, нас национальные меньшинства в целом. Да?
Вот для чего нужны русские республики, чтобы у них была у русских своя субъектность, у нас своя субъектность. Да? В конституциях русских республик может быть написано, что государствообразующий народ русские, что русский язык там единственный государственный у них в русских республиках, что какие-то другие моменты, да, и прочее, прочее. Я абсолютно не против таких моментов. Да? Третий момент, вот когда я говорю про башкирский либеральный национализм, это, соответственно, про менталитет. Менталитет этноса и менталитет нации. Я частично уже про это сказал. К сожалению, я сейчас наблюдаю башкирский этнос. Башкирский архаичный этнос. Я не вижу нормальную башкирскую нацию. Нация, еще раз, может быть, я говорил, еще раз повторю, нация — это организованная группа людей, способная приносить в следующее поколение не только геном, но и язык, идентичность, поведение соответствующее, когда люди друг другу помогают, а не гнобят, да, и прочее, прочее. Да? Вот если у вас есть неорганизованная группа людей, представители этноса, да, ну, как бы от них чего-то хорошего ожидать сложно. А если они являются организованной группой людей, да, которая способна отстаивать свои национальные интересы, то это уже совсем другая история. Да, вот, это нужно понимать. Поэтому я предлагаю представителям башкирского этноса менять менталитет и становиться нацией, становиться башкирскими националистами. А башкирские националисты — это не те, которые бьют себя в грудь и кричат, что они башкиры. Да, то есть это те люди, которые добиваются успеха, которые добиваются больших доходов, денег, которые рожают много детей, которые, соответственно, переносят в следующее поколение не только геном, то есть рожают детей, но обеспечивают у своих детей башкирскую идентичность, причем вне зависимости от того, это мужского пола или женского пола, представители вида Homo sapiens с башкирской идентичностью. Да, то есть если башкирка имеет башкирский национализм в крови у башкирки, то ей не важно, какой национальности ее муж, она обеспечит своему ребенку башкирскую идентичность и соответствующий язык. Да? Если же ей в мозги внедрят, что вот, национальность передается по мужской линии, туда-сюда, ты должна так-то, так-то, значит, у нее отсутствует башкирский национализм в ее мозгах. И она, ее дети исчезнут для башкирской нации. То есть такие элементарные вещи представители башкирского этноса должны знать. Да? И члены башкирской нации, они, соответственно, это понимают и соответствующим образом ведут себя. У них взаимоподдержка у членов нации. Да? У них не возникает вопрос, зачем им нужен родной язык и так далее. Вот если вы увидите члена армянской нации, да, у члена армянской нации не возникает вопрос, почему он говорит на армянском языке, почему его дети должны говорить на армянском языке и прочее. Это само собой разумеется. Если член армянской нации обращается к другим армянам и говорит: ой, дорогой, помоги, пожалуйста, мне с работой, помоги мне уехать за границу, там, помоги. Вот другой член армянской нации с удовольствием ему поможет. Потому что нация — это как мафия. Да? Нация — это мафия, это организованная группа людей. А если вы стадо овец, ну вы этнос, вы стадо овец. Так что выбираете, вы волки или овцы. Если вы считаете себя башкортами, да, там, главным волком, там, еще кем-то, ну так ведите себя как волки и не будьте овцами. Соответственно, да, если как бы у вас поведение этноса, ну, значит, этнос, он должен быть ассимилирован какой-либо нацией. Да? То есть вас просто ассимилируют через несколько поколений. Вас, члены какой-либо нации, они вас просто используют, ассимилируют, еще что-то с вами сделают. В общем, да? Как бы, если у вас будет менталитет соответствующий, когда вы друг другу не помогаете, относитесь друг к другу не очень хорошо, там, завидуете и прочее, прочее. Ну, как бы... Все, конец нации известен. Не нация, а этносов известен. Поэтому я, соответственно, предлагаю вам поменять свой менталитет. Я прекрасно понимаю, что Горбатова могила исправит. Но, тем не менее, собственно, я это вам говорю и предлагаю вам это сделать. Вот. Поэтому третий пункт для башкирского либерального национализма — это изменение менталитета у представителей башкирского этноса, чтобы они поддерживали друг друга, тянули везде друг друга наверх, а не вниз, да? Помогали во всем, в развитии, в финансовых доходах, в карьере, значит, в образовании совместно там, и прочее, прочее, да? Переносили в следующее поколение идентичность башкирскую и так далее, и так далее.
Вот это есть нация и нормальный национальный менталитет, и нормальный башкирский национализм. Чтобы было взаимовыгодное сотрудничество, интернационализм, потому что я являюсь башкирским либеральным националистом и одновременно являюсь интернационалистом. Вы скажете, как же так можно быть одновременно националистом и интернационалистом? Я отвечаю, интернационалистом можно быть только если вы националист. Если вы представитель этноса, вы не можете быть интернационалистом. Как вы будете интернационалистом? При взаимодействии с любой нацией вы исчезнете. Не вы лично исчезнете, а ваши дети, внуки и правнуки исчезнут. Они вас ассимилируют, либо уничтожат. Ну, придут к вам чеченцы или армяне, или еще, или англичане, да, и, значит, женятся на ваших детях, внуках. Все, ваши дети исчезнут. Если у них нет национализма, они исчезнут. Они не члены нации, они представители этноса. Они языковым образом ассимилируют вначале лингвоцит, потом, значит, идентичность их башкирскую уничтожат, и все, ребятки. Да? То есть, поэтому, если вы хотите, чтобы был интернационализм, у вас должна быть нормальная башкирская нация. Если у вас будет башкирская нормальная нация с соответствующим менталитетом членов башкирской нации, да, то вы уже можете дружить с членами других наций. Вы можете с ними взаимодействовать, строить бизнес, дружить с ними и так далее. У вас будет интернационализм. Если же вы как индейцы, да, то есть что вам скажут, то вы будете делать, какую идеологию вам навяжут, ту идеологию вы будете придерживаться. Ну, вас уничтожат через несколько поколений, путем ассимиляции, прежде всего. Да, поэтому вот, должно понимание, я за дружбу наций, да, я башкирский либеральный националист и интернационалист. Я за дружбу наций, но для этого я должен увидеть прежде всего башкирскую нацию, которую на текущий момент не вижу. Я вижу в основном башкирский этнос, архаичный башкирский этнос. Вот что я вижу. Homo советикусы, вот эти все, значит, и прочее, и так далее. Когда я увижу, что доля башкирских националистов в башкирском сообществе она превысила какой-то минимально важный порог, я смогу сказать, что ага, у нас уже появляется нормальная башкирская нация. Вот тогда я вот так вот поаплодирую и скажу, отлично, у нас уже есть какие-то зачатки башкирской нации. Ну, зачатки башкирской нации, они у нас уже и сейчас есть, но тогда я думаю, что это будет в более развитой форме как бы происходить. Но это не скоро, к сожалению, не скоро. Поэтому я еще раз повторяю, идеология башкирского либерального национализма – это взаимоуважение ко всем башкирам, прежде всего, взаимоподдержка, взаимоуважение и взаимоподдержка вне зависимости от того диалекта, на котором они говорят, вне зависимости от религии, которой они придерживаются, либо не придерживаются, вне зависимости от того, где они проживают и так далее, и так далее. И также взаимоподдержка и уважение к представителям от смешанных браков. То есть если, допустим, вы видите людей от смешанных браков, башкиро-татарских, башкиро-русских и каких-то других, этих людей тоже можно считать в какой-то степени башкирами. То есть, да, как бы, вот это должно быть такое понимание, с моей точки зрения. Вот, и желательно, чтобы у них была башкирская идентичность. Если у вас архаичное сознание, и я наблюдал, да, если вы хэязычный, какой-то южный восточный башкир, хэязычный, хаумахахат, да, и вот в вашей башке сидит такая мысль, ага, он не чистый башкир, он наполовину башкир, наполовину там кто-то другой, ага, он там и сам говорит, там, значит, он не башкир, там, этот. Ну, ребятки, все, вы представители этноса, скорее всего. То есть вы будете составлять меньшинство, ваша нация потенциальная будет составлять какую-то небольшую горстку людей, и потом вы скоро исчезнете через какое-то время. Да? Вот если вы так хотите быть как индейцы, ну, пожалуйста, я не хочу быть индейцем, мне нужна нормальная башкирская либеральная нация. Да, поэтому я исхожу из принципа не башкиры для языка, а язык для башкир. Да? Вот я из этого принципа исхожу. И прекрасно, потому что исторически видно, что литературный башкирский язык был создан в 20-х годах 20 века. Вопрос, а те, кто был башкирами, значит, до того, как создали литературный башкирский язык, они что, не башкиры, что ли? Они такие же башкиры. Они даже иногда, оказывается, что они были башкирами гораздо раньше, чем те башкиры, которые себя считают настоящими башкирами и так далее. Да? Поэтому
здесь такой момент взаимоуважения, еще раз повторяю, очень важен, и понимание исторической ситуации, как все это дело, как нас, значит, Сталин развел, большевики развели, геноцид, голодомор, по какой причине, значит, как навязывалась татарская идентичность и прочее, прочее. Да? Вот я еще раз повторяю, это пункт детатаризации западных башкир. Больше любви, больше взаимоуважения, больше понимания ситуации, и тогда у нас в будущем возникнет башкирская либеральная нация. Опять же, иллюзий не нужно строить, это появится не скоро, поколение, возможно, сменится, да? Но вот общее понимание должно быть. Да, тут я как бы, возможно, много раз повторяюсь, но я считаю, что в этом вопросе можно лишний раз повториться. То же самое по поводу религии я сказал, да? По поводу религии у меня либеральный подход. То есть люди имеют право иметь любую религию, я к ним отношусь хорошо, если они являются башкирами. Но к лицам не башкирской национальности я тоже нормально отношусь. Да? То есть если они не являются врагами башкирской нации, а просто обычные, значит, представители лица не башкирской национальности, ну, как бы я к ним тоже нормально отношусь. Но как бы вот я все-таки башкирский либеральный националист, я за интересы башкирской либеральной нации будущей, да, соответственно, в этот момент нужно понимать, да, этот момент нужно понимать. Вот, я важный момент сказал по поводу интернационализма, да, я надеюсь, вы поняли. То есть я одновременно башкирский либеральный националист и интернационалист. И для того, чтобы был нормальный интернационализм, у нас должна быть нормальная нация башкирская, а не башкирский этнос, который мы имеем. Вот. И у нас должна быть нормальная элита. И люди должны понимать, что такое элита. Элита — это не те, кто, значит, творческая интеллигенция, там еще всякие прочие. Да? И вот этих людей я элитой не считаю. Да? Элитой вы тут... Вот Путин — это элита. Да? Путин, какой бы он ни был, плохой, там, хороший, там, то сюда. Ну, я как бы против него борюсь там, и так далее. Но это элита. Да? Путин — это элита. Допустим, Минниханов — это тоже элита. Кадыров, Рамзан Кадыров — это элита. Да, там. Вот, вы поймите правильно, да, моменты. Те люди, которые все потеряли, не сумели обеспечить преемственность власти, значит, и так далее, ну, вы можете их назвать элитой или нет? Да, вы готовы ради них страдать? Вы готовы там ну, просто подумайте на эти вопросы, ответьте сами себе. Я понимаю, что это очень эмоционально сложные вопросы для многих, и у них идентичность, и эмоции там, и все связано именно с этим. Как бы, но вы подумайте о будущей башкирской нации. Да, вот просто мозгами пораскиньте, да, о будущей башкирской нации подумайте. Какую нацию вы хотите? Какая численность вы хотите, чтобы была у башкирской нации? Там, да, и что вообще должно быть в будущем с вашей точки зрения. И вы вообще осознаете, что к чему и что правильно. Да? Это вот многие люди, как бы, чтобы вообще понимали, почему я придерживаюсь идеи башкирского либерального национализма и сформулировал эту идеологию. И то же самое касается религиозных моментов, да? Потому что религиозный момент, вот, вот придерживаться какой-то религии, потому что, допустим, родители так сказали, или потому что все вокруг этой религии придерживаются. По-моему, вот правильно, когда человек сам приходит в какую-то религию, либо вообще не приходит. Ну, то есть он сам осознает какие-то моменты. А если все вокруг так делают, давай я тоже так буду делать, ну, мне иногда смешно становится. Я просто видел вот так называемых мусульман, которые, я так понял, что они Коран не читали. То есть они Коран не читали, и мне что-то говорят. Вот. Ну, вот такие люди, к сожалению, бывают. То есть я видел людей, которые вот некие обряды со мной, вот, ну, то есть, допустим, я вот там, мы собираемся, кушаем еду там, да, вот, это по обычаям, там, как-то связанным с исламом, нужно так делать. И при этом они не понимают суть обряда. Почему это делается, как исторически все это возникло, там, прочее, прочее. Это то есть, вот, как бы так сказать-то, вот так делали, так, как бы, давай тоже так сделаем. Вот, ну, некая такая вот штука. То есть, вот,
Мне не всегда это понятно. Мне вот хочется в глубину залезть, да, и в глубине понять вообще смысл. В чем смысл этого, да, то есть не просто автоматически что-то повторяет там, да, вот давайте это сделаем, ой, там кто-то какой-то авторитет так сказал, давайте за этим авторитетом так повторим, какой-то УОМ, там лидер общественного мнения, еще кто-то, да. Мне хочется как бы суть видеть, вот в чем суть? В чем суть этого явления, другого, там, докопаться до истины, да? Что за этим стоит и так далее. Я не готов брать там и верить во все, что мне там расскажут и скажут. Ой, там, значит, этот человек так-то сказал-то, этот так-то сказал-то, этот так-то, давай там вот этот. Ну, мне как-то не заходят мне вот это, вот такие вещи, как бы, да, я не сильно доверяю вот этому всему. Вот. То есть я, как башкирский либеральный националист, придерживаюсь той точки зрения, что представители будущей башкирской нации имеют право иметь любые религиозные воззрения. Это их полное право, да, как бы говорить на любом диалекте башкирского языка и прочее, прочее. И у нас должно быть взаимоуважение, у нас должна быть память о тех башкирских родах, потомками которых эти люди являются, и так далее, и так далее. И я придерживаюсь либерализма, вот именно такого консервативного, наверное, либерализма. И я придерживаюсь того, чтобы, ну, то есть прав человека, либерализм, нормальные свободные выборы, западная цивилизация, невмешательство государства в экономику. Ну, как это возможно? Вы же прекрасно понимаете, что в рамках путинской системы это невозможно. То есть у нас есть путинские олигархи, которые все захватили, у нас есть ГБУшечка, которая тоже все контролирует, захватила, да, и вы не сможете тут нормально сделать экономику, пока они тут есть, как бы, да. То есть вот речь идет про будущую башкирскую нацию после падения политического режима соответствующего. Но на текущий момент мы можем делать детатализацию западных башкир, первый пункт. И пункт третий от нас зависит, это, соответственно, изменение менталитета, да, то есть вот в рамках данной политической системы мы тоже можем первый, третий делать пункт. Второй пункт по поводу русских республик. Мы можем просто сказать русским, что вот мы поддерживаем идею русских республик, но мы не можем на это влиять. Как бы, да, то есть, потому что русские сами должны, то есть и они меня слушать не будут. Да, русские сами должны прийти к идее русских республик. Есть разные деятели, допустим, Штепа, или Вадим Харун-Сидоров и прочие разные деятели, которые поддерживают идею русских республик. И потенциально я бы видел бы Ройзмана, например, да, или Анатолия Быкова в Красноярском крае, или, может быть, Фургала. Вот не знаю, вот каких-то таких деятелей, которые бы именно идею русских республик бы, может быть, могли бы как-то более активно защищать, лоббировать и так далее. Вот. Но сам я не могу на это влиять, и я башкирский либеральный националист, русские националисты меня не будут слушать, как бы, да, то есть могут прислушаться, но вряд ли я там буду пользоваться авторитетом и так далее, да, то есть это сами русские должны к этой идее прийти, вот, и, в общем-то, второй пункт создания русских республик на базе российских областей, для того, чтобы мы были по одну сторону баррикад, да, это у нас, вот, видите, это, соответственно, как бы не сильно от меня зависит. А вот детатализация западных башкир тоже не сильно зависит. Ну, тут как бы нужна методическая работа, да, то есть как бы методичная работа, которая там вот сейчас ведется. Сейчас ведется, я надеюсь, после переписи она тоже будет вестись. Потому что это не дело там от переписи, да, вот делать эту работу. Это, как бы сказать-то, на самом деле там сработает массовая психология. Вот когда в массовом порядке они осознают свою башкирскую идентичность, вот люди, которые сейчас имеют татарскую идентичность, да, они вдруг поймут, что их предки были западные башкиры, и их процент достаточно высокий будет, то тогда уже есть какой-то костяк там, ну, так обычно работает. Те, которые видят, кем быть выгоднее, да, вот этих стало столько-то, этих столько-то, 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 потом бац, большинство уже сюда переходит, эти давайте вместе с этими перейдем, как бы, да. Вот как бы такой момент. Вот, то есть детатализация западных башкир я примерно объяснил, это долгий процесс, эмоционально сложный процесс для этих людей, и они не виноваты, что, возможно, их, допустим, кто был в Восточном Татарстане, они же исчезли просто, когда создали Татарскую ССР,
около 200 тысяч башкир, они там исчезли. Они стали все татарами. Просто большевики их взяли, татарами записали. И все. То есть для кого-то это был вопрос выживания физического, потому что были лозунги «Смерть башкирам» там, и прочее, прочее. Это абсолютно нормально, что они записались с другой национальностью. Да? Что касается самого сложного, это менталитет. Вот менталитет это можно менять, это работа над собой, это взаимоуважение, это любовь к своему ближнему, это осознание себя башкирским националистом. То есть, вот что нужно понимать? Не надо ходить и говорить, что вы башкирский националист. Вы будете себе мешать, если вы будете так делать. Да, то есть вы просто внутри себя должны осознать, что вы башкирский националист, что вы за башкирскую нацию, что башкирская нация состоит из 40-45 родов с разными диалектами, с литературным башкирским языком, северо-западным диалектом башкирского языка и так далее. Вы должны знать свои рода, свои шажаре и прочее, свою историю, да? И хотя бы так на первом этапе. И также вы должны, естественно, стараться, значит, жить, работать, зарабатывать деньги, стремиться к финансовому успеху, поддерживать других башкир, чтобы другие башкиры вас поддерживали и прочее, прочее. Вот как бы передавать идентичность башкирскую и соответствующий свой диалект башкирского языка будущим поколениям и так далее, и так далее. Вот как бы программа минимум, скажем так, да, вот что вы можете сделать как башкирский националист. То есть, если вы не будете мешать другим башкирам, как делают многие представители башкирского этноса, то вы уже сделали большой шаг в направлении к тому, чтобы стать башкирским националистом. Как бы вот, что я хотел сказать. Это, так, я уже почти час говорю, 56 минут, да? Это был ответы на вопросы 28 апреля 2021 года. Всего хорошего, до свидания.